смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор отмечается всем мировым сообществом ежегодно. Появление этого праздника в России подчеркивает важность профессиональной деятельности государственных природоохранных учреждений всех уровней, неправительственных экологических организаций и всех, кто способствует сохранению природы и окружающей среды. А теперь коротко о некоторых темах выпуска. Только с грядки. В Сосногорском тепличном комплексе сняли первый урожай огурцов. Доброе лето! В Сосногорском районе стартовала муниципальная программа летней занятости детей. Кожаный мяч. Итоги регионального этапа всероссийских соревнований по футболу. Поручение главы Коми о заключении соглашений с муниципалитетами по реализации нацпроектов выполнено. Об этом главу региона Сергея Гапликова проинформировала министр экономики Марина Анисимова. Сергей Анатольевич, в соответствии с вашим поручением, все соглашения на 1 июня были заключены. Первая часть соглашений – это на реализацию, где были отражены все показатели, которые были доведены до республики. И мы, соответственно, отработав с каждым муниципалитетом, подготовили для них свою составляющую и были подписаны соглашения. По соглашениям на софинансирование расходных обязательств, все муниципальные образования в соответствии с теми нацпроектами, которые в части их касающиеся, тоже эту работу выполнили. В этом году региону предстоит освоить более 6 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Наибольший объем средств, а это 43%, освоен по нацпроекту «Экология». Малое и среднее предпринимательство – 30% средств. Демография – 18%. Образование и здравоохранение – 7,9% и 7,8%. Динамика существенная. Вот с 17 мая по 1 число у нас половину мы увеличили объемы софинансирования. На сегодняшний день это 791 миллион. А с 17 мая по 1 июня 319. То есть вот как раз май месяц, собственно, то, что мы и понимали, да, исходя из тех задач, которые стоят, что именно вот с середины мая до 1 июня будет вот такой, так скажем, активный старт в части заключения соглашений и доведения средств непосредственно уже до муниципальных образований. Глава отметил, что динамику необходимо сохранить и демонстрировать не только освоение средств, но и качество реализации того, что было заложено в соответствующих соглашениях. Финансовые моменты и организация – это за нами, да, реализация совместно с муниципалитетами, а уже результирующее – это то, что увидят люди воочию, то, что они почувствуют в качестве оказанных услуг. Поэтому ежемесячно соответствующим образом итоговая часть она должна быть доложена детально, рассмотрена и по тем вопросам, где нужно принять дополнительные управленческие решения с учетом анализа, да, реализации соглашений, мы должны с вами, безусловно, все это соответствующим образом обсуждать и принимать необходимые решения. В Сосногорском тепличном комплексе сняли первый урожай огурцов. Правда, пока только в небольшом количестве и в качестве эксперимента. Но его результат, по оценкам специалистов, ожидания оправдал. Оценила вкус первых огурцов и наша съемочная группа. Вот они, первые плоды, только с грядки. В теплице нас встречают не хлебом с солью, а свежим урожаем. Ярко-зеленые, идеально гладкие и хрустящие огурцы. Не угоститься невозможно. Ну как? Свежие огурцы. С магазинами не сравнить. Высадили их в тестовом режиме в конце марта. И вот всего 2 месяца, а урожай поспел. Местные специалисты отмечают, эти теплицы 5-го поколения, а потому позволяют получать максимум со своих площадей. Это маячки для того, чтобы мы определяли, насколько у нас растение приросло за неделю. Вот, видно сразу прирост за неделю. Количество листьев, диаметр листьев. С 1 квадратного метра здесь изначально планировали собирать до 75 килограммов огурцов. Так и вышло. Первым тестовым урожаем местные агрономы и руководство довольны на все 100%. Прошло все достаточно удачно для эксперимента нашего, и мы
увидели, что рассадное отделение готово 100%, никаких проблем здесь не было. Были сложности, связанные с резким перепадом температур в мае месяце, да, когда ночью температура опускалась ниже 0, а днем в теплице поднималась там выше 30 градусов. Да, и наши специалисты в ручном режиме они регулировали температуру в отделении, температуру, влажность, светопроницаемость. И все было сделано грамотно. Эксперимент дал первые результаты, которые позволяют смело говорить: к основной высадке и началу производственного процесса Сосногорский тепличный комплекс готов полностью. Так, уже на следующей неделе рассадное отделение примут в производство, проведут в нем дезинфекцию. А к 20 июня планируют высадить в нем рассаду томатов. Идем сначала с томатом. Да, огурец, как мы знаем, начинает плодоношение на 40-й день, 45-й, а томат на 100-й. Поэтому идем сначала с томатом, потом засеиваем отделение огурца, и примерно в один и тот же период у нас должны быть первый урожай. Уже до Нового года в теплицах планируют собрать около 3000 тонн. А пока корзину с первым урожаем прислали в региональный Минсельхоз, чтобы чиновники из аграрного сектора могли лично оценить итоги тестовой посадки на главной сельскохозяйственной стройке последних десятилетий. Министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев первым урожаем явно доволен. Мы видим, что возможности рассадного отделения позволяют нам получить именно там рассаду хорошего качества, количеством до 9-10 тысяч корней. Но мы испытали 200 с чем-то корней. И на сегодня готовим мы уже основные корпуса для того, чтобы в начале июля можно было там уже массово посадить рассаду на основные вот эти тепличные корпуса. И тем не менее, впереди еще немалый фронт работ. Благоустройство и асфальтирование площадки вокруг комплекса только начато, а закончить его необходимо до августа. Предстоят и работы внутри основных производственных корпусов. Это подключение системы подпитки корней растений, а также завершение пусконаладочных работ по газопоршневым установкам. Пока на объекте планируют выращивать только 2 культуры – томаты и огурцы. Но в планах есть и высадка зелени и разных видов салата. Будущее направление развития будет диктовать уже рынок. Елена Двожик, Любовь Лапина и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В 2016 году в Сосногорском районе впервые была реализована муниципальная программа «Доброе, интересное, полезное лето». Юным жителям муниципалитета были предложены сотни мероприятий, которые сделали летние каникулы яркими и веселыми. Проект стал ежегодным. В этом году одним из первых мероприятий стала интерактивная программа «Детский мир крестьянской избы» на базе музея села Устюхта. Вместе с ребятами к истории прикоснулась и наша съемочная группа. В этом году для юных сосногорцев будут открыты 17 детских оздоровительных лагерей. Ребятам предложат не только игровые программы, но и множество других форм проведения досуга. При Центре коми-культуры работает этнографический лагерь «Пера и Зарань». В течение июня мальчишки и девчонки будут изучать историю и культуру коренного народа нашей республики. Поскольку при коми-центре наш лагерь, упор в нашей работе делаем на расширение представлений детей о коми-культуре, о быте, обычаях этого народа. Как бы помимо оздоровительных каких-то и общеразвивающих мероприятий, упор мы все-таки делаем на этнографическую составляющую. Одним из первых мероприятий этнографического лагеря стало посещение Устюхтинского музея. Юным сосногорцам рассказали о знаменитых выходцах из Устюхты, вкладе жителей села в победу в Великой Отечественной войне и, конечно же, о различных традициях коми-народа. Вот смотрите, чего нету этой куколки? Глаз. Глаз. Это оберег. У нее нет лица. Это оберег. Да. Нет, вот оберегом он сейчас стал считаться. А раньше это таких куколок делали. Потому что нельзя было, считалось, что если куколки сделаешь лицо, глаза там и все такое, то душа ребенка уйдет в эту куколку, ребенок останется без души.
Экскурсия получила название «Детский мир крестьянской избы». Кроме истории Устюхты, ребята узнали о бытии их сверстников в далеком прошлом. Там рассказывают про Устюхту, что девочка в 8 лет уже помогала маме и зарабатывала деньги, работала нянькой. И получала 1,5 рубля. И на 5 рублей можно было уже покупать корову. Очень удивило, что могли делать мальчики в своем возрасте 6 лет. А 8 лет девочки могли уже варить сами себе ужин. И их брали на няньки. Как признаются сами ребята, многое из того, что они узнали во время экскурсии, стало для них настоящим открытием. Поводом удивиться послужили рассказы о, казалось бы, самых обычных вещах. Меня заинтересовало, что лыжи с мехом, они зимой были, их заказывали. Я думала, что они делают сами, но их заказывали. А обычные лыжи деревянные, они летом катались на болотах, потому что в болотах было очень опасно ходить. Летние каникулы только начались, а это значит, что все самое интересное у юных сосногорцев еще впереди. Кстати, всего в рамках программы «Доброе, интересное, полезное лето» запланировано около 500 мероприятий. Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С наступлением лета свою работу начали детские оздоровительные лагеря спортшколы города Сосногорска. Торжественное открытие состоялось вчера на стадионе «Гладиатор». Отдел физкультуры и спорта подготовил для ребят занимательную квест-программу. Подробности в нашем материале. На поле спортсмены Сосногорска. Здесь и рукопашники, тэквондисты, боксеры и дзюдоисты. Для ребят запланировано множество мероприятий, которые помогут им провести летний период интересно и с пользой для здоровья. Дети задействованы в этих оздоровительных лагерях, не болтаются по городу, а тренируются с 8 и до 3. И родители спокойные, на работу ходят, за детей не волнуются. Это здорово, это хорошо. Вначале общая разминка. Для ребят ее провел воспитанник спортшколы, призер республиканских соревнований по боксу Никита Смирнов. Зарядку делать очень полезно, особенно по утрам. Это вообще укрепляет организм, это заряжает на весь день энергией. Первое задание квеста стало творческим – придумать название и девиз команд, а также нарисовать эмблему. Скажите, как назвались? Гладиатор. Девиз у вас какой? Мы не сдаемся там, где сдаются другие. Ваше название? Чебурашка. Ваш девиз? Быстрые, смелые, смешные и умелые. Квест – это всегда приключенческая игра с прохождением заданий на время. Капитанам раздали маршрутные листы, по которым, не теряя ни минуты, они вместе с командой проходили испытание за испытанием. Это и бросок мяча в баскетбольную корзину, отжимания и прыжки на скакалке, и даже удар мяча по воротам вслепую. По окончанию спортивного квеста выявили самых сильных и быстрых бойцов и наградили призами. А те, кто еще не успел выполнить нормативы «Готов к труду и обороне», приступили к их сдаче. В рамках года наставничества, следуя советам своих тренеров, ребята бегали, отжимались и качали пресс. Этот день получился по-настоящему спортивным и полезным. Никто из ребят не ушел без позитивных эмоций, заряда бодрости и хорошего настроения. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшие выходные в Сосногорске завершился региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 8-9 годов рождения. Напомню, за время проведения турнира прошло около 30 встреч. За первое место боролось 8 команд. В итоге тройка лидеров выглядит следующим образом. На первом месте Сыктывкарский «Титан». На втором Ухтинская «Премьера». Замыкает тройку Сосногорский «Метеор». Далее идет юниор из Карткироса, Ухта-2009, «Премьера-2» Ухта, команды Троицко-Печорского района и «Метеор-2». Екатерина Безгодова и Алина Горелова завоевали золотые медали соревнований по конкуру. Они проходили в первые дни календарного лета в поселке Шудаяк.
В результате прохождения ряда этапов сосногорские наездницы заняли призовые места. Так, Екатерина Безгодова взяла 2 первых места на маршрутах «Тропа» и «Конкур» с высотой препятствий до 70 сантиметров. В свою очередь, Алина Горелова стала лучшей на маршруте до 80 сантиметров. Стоит добавить, что конно-спортивный клуб «Фортуна» также привез домой бронзу на маршруте до 80 сантиметров и золото на маршруте до 100 в категории «Открытый класс». В завершении выпуска о погоде. Вторая половина недели в Коми, по прогнозам республиканских синоптиков, будет теплее. Температурный фон начнет повышаться и может достичь отметки плюс 25. Но в нашем районе все еще будет прохладно и дождливо. В четверг ночью плюс 7, днем 6-8 градусов тепла. В пятницу будет теплее, но не намного. Вероятны осадки. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача.